Такая забава была у ижемцев во время пасхальных гуляний. Девушку раскачивали на качелях и заставляли произнести имя предполагаемого мужа. Это один из фрагментов премьеры ансамбля Асьякыа «Самобытная ижма». Чтобы показать весь колорит культуры Извятас, автор сценария выбрал 3 самых зрелищных праздника – проводы льда, Пасха и, конечно же, знаменитый Луд. Соединяет их воедино история любви молодой пары. На протяжении всего спектакля мы с моим партнером ищем друг друга, потому что мы живем на разных берегах реки Ижма, и мы из-за ледохода не можем с ним встретиться. И вот весь спектакль, все произведение, мы находимся в поиске друг друга. Но в конце все благополучно разрешается, ледоход проходит, открывается переправа, и мы можем спокойно видеться на разных праздниках ижемских. Прежде чем приступить к подготовке сценария, постановочной группе пришлось перелопатить архивные материалы о традициях, обрядах, играх, костюмах Извятас. Теорию закрепили уже непосредственно в самой Ижме, в беседах с местными жителями и на самом празднике знаменитого хоровода. Там стало понятно, как и что сделать. Хотя перенести ижемские праздники на сцену не так-то просто. Кто видел весь масштаб красочного действа, тот артистов ансамбля поймет. Нужно было сохранить в то же время и хоровод невест, и конные скачки, вытаптывание травы, и массовость вот этих вот поворот, и вот этих прогулок. Ижемская проходка, самое главное, ее тоже нужно было куда-то как-то внедрить и как-то ее сделать. Но, по-моему, все получилось. Пришлось поломать голову и над созданием ижемского костюма. Объемные тяжелые сарафаны, множество юбок, золотые цепи. Все, что ижемки носили в жизни, не подходит для сцены. Танцевать тяжело и неудобно. Поэтому решили стилизовать, используя более легкие ткани. Сумели сохранить богатое убранство одежды, но вместе с тем существенно облегчили и даже чуть укоротили. Напевы и тексты для песен тоже, все ижемские. Музыку для программы написали в тандеме главный дирижер коллектива, он же автор сценария Алексей Чашников и Александр Горчаков. Естественно, тоже использовали чисто ижемский фольклор. Опять же, тот же самый трехтомник. Брали, лопатили его, подбирали, обрабатывали, что-то сочиняли свое. Тот же самый танец всадников, он довольно-таки начинается сначала чисто фольклорный, частушками напев. И вдруг внезапно переходит, даже, я бы сказал, какой-то роковый, что ли, мотив. Надо сказать, что постановка «Самобытная ижма» завершила концертную программу «Север праздничный», куда уже вошли традиционные гуляния Прилузия, Удары и Усть-Куломского района. И, кстати, с финальным танцем «Луд» в следующем году ансамбль Асьякыа планирует выступить на главной сцене страны Кремлевского дворца на Всероссийском фестивале народного искусства «Танцуй и пой. Моя Россия». Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.